Сербия, и не только Югославия, каждая. Значит, в каком-то Марокко не будут говорить, что русские там построили дороги или рыли там эти колодцы и так дальше. Так что имейте в виду, так, наверное, будет относиться и к вашим соотечественникам. Никто не знает про него, а что-то он сделал, наверное. Так что очень трудно найти. Арсеньев читает, открывают новый храм величественный, пишут. Центральная Белградская газета, 30-е годы, скажем, там в каком-то местечке Сербии, полстраницы. И патриарх освещал, и мэр города говорил, и хор пел, и регент хора был. Но не говорят о том, кто не это. Говорят, Да. понимаете, вот такая... Понятно. Это, Алексей Борисович, другая тема, но тем не менее меня это очень интересует. Вы родились здесь, да, вы преклонных лет. Слышали ли вы когда-нибудь о черкесах, проживающих в Сербии? Да, скажу вам такое слово очень важное. Черкесами называли просто людей, которые оказывались на этой территории немножко видом, там немножко косые глаза или черные, или такие вот горные страны. Значит, это было общее явление. То есть, как и словом «русский» называли всех российских эмигрантов, то есть, или беженцев. Беженцы ехали с российским паспортом, а там были и евреи, и армяне, и поляки, и словаки, то есть карпаторосы, многие, совсем народы империи. Вы знаете, империя же это широкие, смешанные народы. И всякие прибалты, и немцы прибалтийские и так дальше. Правда, православные или лютераны. Так что общим термином черкесы называли не черкесов только, а просто людей, которым они... И адыгов, и не адыгов. Да, и они не особенно это, значит, доказывали, кем они. Потому что кто из сербов полуграмотный знает, что такое Абхазия или там, не знаю, ничего бы это не знали. Да, они не знали. Так что им проще было отвечать. Так же, как эмигранты говорили, родился в Петербурге, а он родился в петербургской, скажем, губернии, в каком-то маленьком поместье своем помещик в своем месте, он говорил, родились там. Балерины имеют минимум 3 года своего рождения. Когда они умирают, тогда официально принимаешь ту самую старую цифру, потому что они постоянно молодые, они врут свои... Ну и все руководители, все политики, тоже неизвестно точно, когда он родился, а еще, если это правитель, такой более видный и долго задержавшийся, ты не знаешь и когда он умер. То есть правители не имеют ни даты, ни своего рождения, ни смерти верной. Мы не знаем, когда умер Тито, мы не знаем, когда родился Тито. Эти данные неизвестны. Достоверно не. Мы праздновали День молодежи 25 мая при жизни Тито, как день его рождения. Он сам говорил, я не родился в этот день. Так что вот такие... Интересно. Да, так что это вот то, что я встречаю, изучая вот эти, значит, судьбы и биографии, очень всегда читаешь. У меня вот в этой работе 3000, то есть в этом работе 1300 страниц. Ученый, видный ученый, он умер. 5 версий. И Арсеньев пишет. По одной версии тогда-то, по другой тогда-то, в разных странах. Значит, в Вене тогда-то, в Америке тогда-то, умер в Америке, умер тогда-то. Значит, 5 версий его дня смерти в 20 веке. Представляете себе? Понятно. Вот как это трудно исследовать достоверно. Да. То есть, если мы сейчас по переписям, по телефонным книгам и вообще встречаемся с представителями фамилий Черкес, Черкезович и так далее, надо быть осторожными. То есть они не всегда являются адыгами, я не встречал так, абхазами. Что они говорили. Ни одного такого мне не попадалось ни в жизни, ни вот в летом, что он черкесского происхождения. Значит, я вам показал часть книг, а вот видите, вот в этих папках у меня вот такие, значит, содержания. Значит, видите, архитекторы, 2-й том. Это разные вырезки из газет или короткие статьи. Потому что вот целый архив, вот видите, такие вот вещи. Видите, тут такой был
Один из каталогов русские архитекторы в Белграде на 3 языках с этими изданиями. Такая выставка просто. Каталог, ну, вырезки из газет, видите. Так что это вот только часть. Я благодарю Всевышнего за сегодняшнюю нашу встречу. Это значит, мой архив Спасибо попадет огромное. в Москву. Я его предназначил Дому русского зарубежья имени Солженицына, который собирает вот эти данные. Какая судьба будет его, сейчас его финансирует город Москва, это учреждение, там 200 сотрудников, 200, значит, не домработниц, там, уборщиц. Вот, значит, такие у меня. У вас тесные взаимосвязи с этим фондом. Что? Тесные взаимосвязи с этим Да, фондом. там, И вы довольны я их отправляю, деятельностью. печатаю свои книги и статьи. Значит, Вы ощущаете... доверие пока ощущаю. То есть питаю еще пока доверие к этому Понятно. учреждению. Хотя они Только это, режимные, они должны только это одно учреждение в приветствовать России. и голосовать за Путина. Ну, что делать? Такая империя. Да. Так что... Спасибо, спасибо Не вам. за что. Ну, видите, вы сколько остаетесь здесь? Я еще пару дней. Пару дней, да. Во всяком случае, вам сейчас будет в основные, вот я так подумал, вот эти мои работы, они дают общее вам представление о том, что я сделал. Ну вот книга, она тут, знаете, в 21 веке люди любят смотреть книги, не читать книги, а смотреть. Поэтому Я буду читать здесь ваши много, работы. Вчера я много этих, знаете, много чего фотографий, прочел. 250 Да, есть что иллюстраций, посмотреть, так да. что я просто из-за того, чтобы... Более того, я буду скачивать ваши работы и, Пожалуйста, есть. с интернета Вот этой и нету знакомиться. работы, ну, она на сербском нету в интернете пока, я, может быть, потом выставят. Но у меня нет своего сайта. А это вот книга о русских в Нови Саде есть моя, о русских в этом Срemskih Karlovcах есть, о русских в Сербии вот этот альбом тоже есть. Так что это то, что вы видели уже у Жаны, да. Занимаются, видите, Сербия все-таки дала что-то уже. Это книги, они иногда очень простые, они очень иногда наивные, вот эти о русских городах. Тут, значит, неправильности бывает, любят они тут восхвалять императора Николая II. Вот в такой маленькой книжечке Есть такое. о русских Фрагуевце, видите, есть хорошее издание, а это вот такое, ну, значит, вступительное слово, значит, по-русски и по-сербски, сербско-русские связи. Нужно тут упоминать все это русское. Ну, нужно, потому что это предназначено на сербском языке к жителю Карагуевца. Так что вот русские фрагуевцы. Значит, вот это отбросим, это уже не их тема, а просто вступление. И вот тут так они разделили, какие организации были. Русский клуб, 4 казачьих этих, ну, станицы, Русский Сокол, гуманитарное казачье общество, дилетантский театральный, как говорится, кружок, казаки. Ну, вот видите, дают фамилии некоторых. Русское Сокольство. Ну, потом тут будут преподаватели средних учебных заведений, гуманитарные, русские генералы в Крагуевце, генерал такой-то. А Крагуевцы это Крагуевец тоже большой. провинция? Это город, Нет, да? это большой город. А, Одно большой время город. был столицей Сербии. Ух Княжество ты. Сербии, Даже да. так. Большой промышленный город. Его можно условно назвать русской Тулой. Ага. Тула, это значит, у них оружейный завод был еще в 18-19 веках, в 19 веке до сих пор. Там Крагуево, значит, это наши или советские, То есть это большой город. да, столяты советские. Сколько там населения? Там 1300, Автомобилей, наверное. завод автомобилей у нас. Ну, Вот меньше, русский чем архитектор Нови Сад. создал рынок. Вот это здание рынка в Карагуевце русских. И вот так, видите, художники кое-что знают о нем, поэтому напишут. Преподавал рисование, чистописание и гимнастику в гимназии с 23 по 26 год. Борис какой-то. Русские преподаватели тоже, вот Пейхельд, видите, так, нашли в каких-то архивах. Боже мой, Так что какая вот такие история. маленькие издания. Потому, Да. когда спрашивают, почему сербы любят Какая русских, я глубина. говорю, это вот идет оттуда. Да, Оно- когда Вы знаете, встречаешься вот, с сербом, мне преподавал Да, русский, да. да. И- Вот и в этой дедушка был книге, русский, или там посмотрите, еще что-то. Воеводина, имеете представление о ее величине. Значит, здесь Арсеньев в этой перечислил
350 преподавателей русских средних учебных заведений Воеводины между двумя войнами. 350. Ничего себе. Но это не полный список. И в каком городе, и какие предметы преподавал. И сейчас вы удивитесь, откуда это Арсеньев узнал. Это недели и месяца работы в периодических печати. Смотришь, и были такие в королевстве Югославии, значит, обязательно писать отчет за один учебный год одного среднего учебного заведения. И вот такие штабеля таких книжечек, вот, такого формата, 30-40 страниц Арсеньев просмотрел. 1000 таких и оттуда выписывал вот такие Замечательно. имена, чтобы получить это. Сколько времени, представляете себе? Но это тогда обосновывается, что русские в просвещении Воеводины внесли значимый вклад. Да. Люди любят цифры. Сказать, большой вклад внесли русские педагоги. Ничего не значит. А вот когда их поставишь... Это примерно то же самое я говорил. Я знал, что вклад русских в Сербию, в страны Европы большой. Но отныне я уже буду знать эту глубину. Серб или там иностранец скажет, ну и что? Да. А между прочим, то же самое говорят потомки русских, которые проживают ныне в России. Вы думаете, они интересуются этим? Я думаю, что после того, как наш проект начнет развиваться... Не могу сказать, что я оптимист относительно вашей темы проекта. Это проект подразумевает это время коллективную работу. Надо вам именно в интернете подключить десятки исследователей. Вот этот Дом русского зарубежья сейчас начинает проект, как вы говорите, собрать все имена русских, этих 30-40 тысяч, которые проживали. Вот тоже большой... Ну, у нас сейчас развивается проект, как я вам сказал, создания большого видеоархива по абхазо-адыгским, черкесским народам. Вот так, да. И вы знаете, предпринятый проект начал развиваться только в мае месяце, но уже я практически дома не бываю, значит, дважды в Иорданию, дважды в Турцию, в Ливан. Давайте я вас провоцирую. Когда первое, что меня спрашивают, зная вот или видя, что я занимаюсь этой темой, они задают вопрос, а сколько у вас русских сейчас в сегодняшней Сербии или в сегодняшнем Нови Саде? Так и вас спрашивают, или вы встречаетесь с таким вопросом? Да. Дайте мне определение абхазца в 21 веке в любой стране мира. Что значит абхазец в 21 веке вне Абхазии? Это носитель абхазского языка. Несмотря... То есть только тот, кто знает абхазский язык? язык? Во-первых, я сказал. Во-первых, это носитель абхазского языка. Да. Несмотря на то, что 140 лет прошло, они свой труднейший язык, это самый сложнейший язык в мире, они сохранили. Во-вторых, их потомки, которые не теряют... Они говорят, мы абхазского происхождения, мы абхазы. И по фамилии тоже, кстати. А я говорю, это недостаточно. Я тоже считаю, что это недостаточно. Надо знать язык, пользоваться и им, сейчас страдать за свою страну. Все верно, все верно. В период войны в Абхазии... Извините, говорят, я русский. Я говорю, у тебя только фамилия все русская верно. и имя. Не, он правильно говорит. Да, ты не читаешь по-русски, ты забыл, если тебя бабушка и дедушка и учили русскому. Ты немножко с пренебрежением относишься к этому. Ты по происхождению русский, а не русский. Так я говорю. Поэтому мне трудно ответить, сколько русских в стране, да. Там в стране. Хорошо, Алексей Борисович, а как считать, например, человек знает, что он абхаз, адык по происхождению, знает свою фамилию абхазскую, адыгскую, но, к сожалению, не знает своего языка. Чаще всего он ассимилирован уже. Да, он ассимилирован. Не только он один. То есть он один, семья, жена уже его не... С вашего позволения докончу. Да. Значит, он выполняет абхазский адат, традиции, обычаи. И еще, когда началась война в Абхазии, он добровольцем прибыл из Турции, из Сирии, из Иордании. Надо считать. Вот я тоже так думаю. И сейчас у нас... знать язык. Мы не знаем, там, знал ли Шарл Азнавур недавно умер, слышали? Да, армянский язык. Ну, я... Сейчас, наверное, уже
памятник готовят. По-моему, знал этому он всё-таки. Знал, говорили. Да, умер он недавно. Знал ли он свой язык, я думаю. Ну, он тоже боролся, давал деньги туда, так что был именно патриотом своей Грузии. Алексей Борисович, вы говорите прямо в точку. Вот все, что вы говорите, это объективно, это никаких чистая компромиссов, правда. да, никаких Правильно. Что тут скрывать? Да. Да. Спасибо. Так, мне будет дорого, если вы почитаете и другие работы. Конечно. Значит, я вам дам визитную карточку своим Спасибо. электронным адресом. Если вы это прочитаете, я вам еще что-нибудь могу по электронному адресу Спасибо, переслать дорогой из Алексей Борисович. своих работ. Будем Это дружить. Как бы главное. Я так понимаю, что у Давида цель какая? Он хочет сейчас конкретно понять, в чем, может быть, вам есть какая-то нужда и помощь с его стороны, со стороны его проекта. Моего нет, не нужна мне помощь. Вот и вам не нужна. Нет, ну тем не менее, если вы не против, я буду ждать вас в Абхазии. Отдохнете, подлечите себя. Нет. У меня другие планы, и Другие я сам планы. строю свои планы. В Я любое побывал в время, России, когда у вас я будет не желание. только в Грузии на юге, но был и до Байкала. Отлично. Прибалтику объездил, Россию, конечно, знаю. Я не особенно сейчас стремлюсь попасть в эти страны. Так что... Ну, отдыхать надо. Я чувствую, что я вы не У меня отдыхаете. нет отдыха, да. Так что вот фактически живу и тружусь, да. Это моя миссия, я вижу, и вы такую миссию вот себе задали. Кстати, мы очень схожи, и я не могу отдыхать. Вот люди, те, которые меня знают, да, люди, те, которые меня знают, постоянно меня ругают. Да ведь когда ты будешь отдыхать? Ну, я рад, что вы оптимист, что вы все-таки имеете Спасибо. такое желание это что-то сделать. То, что я вот сделал, это, значит, мне дорого, что там 5-6 докторских диссертаций защитили на основании вот моего архива или данных. Многим я давал предложение вот писать об этой теме, исследователей. Так что моя миссия была и в том, чтобы других на эту тему. Самое главное, вы настоящий русский и великий русский. В этом отношении доволен. А сам я уже немножко, хотя есть еще планы, есть что еще мне надо сделать, я надеюсь, успею. Аминь. Аминь. Дай Бог. Да, я не люблю давать интервью, не перед камерами не выступаю. Моя стихия это писать, знаете, поэтому вот и имею возможность... Ну, спасибо, что разрешили вас снять. Ну, поэтому, ну, это снять другое, вот, давать интервью. Давал я такие, и потом что случается? Либо кромсают, сокращают, либо при сокращении извращают мои... Ни одна секунда И поэтому- этого видео не будет Да, искромсана. ну вот, не важно, во всяком случае, просто Спасибо. подумал, что почему это, значит, коверкать свои выступления, Всё то есть верно. почему оно не будет объективное о том, что я думал. Спасибо. Да, я сотрудничал со многими институтами, как говорится, и в России. Садитесь. Поэтому, да, надо, может быть, еще чайку нам, Я не горячий. знаю, если вы хотите, да, Я что-то- могу скипятить. Не-не-не, спасибо. Спасибо, я Мы не уже будем все. время у вас отнимать.